Коми открыта еще одна доброшкола. Благодаря национальному проекту образования в специальной коррекционной школе ИНТы создана современная образовательная среда, которая не только сохранит, но и укрепит здоровье особенных ребят. На ремонт и оснащение мастерских и классов учреждение получило субсидию более 10 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Ольга Коняева продолжит. Школа – это замечательный, удивительный мир, который каждый день открывает для детей что-то новое. Школа – это второй дом для детей. Второй дом для этих ребят стал не просто комфортнее. Окружающая среда подстраивается под особенности развития и возможности каждого. Всего тут 68 учеников. В специальной коррекционной школе ИНТы обновили и по полной оснастили 13 классов и мастерских. Мы должны войти в десятку по качеству нашего, в десятку ведущих стран мира, по качеству нашего образования. Очень хочется в это верить. И вот те шаги, которые сделаны сегодня, я думаю, они как раз маленькие шажки по нашему с вами будущему большому успеху. В этом классе заменили буквально все – стены, мебель, компьютер, проектор с экраном. В каждом кабинете фото для сравнения до и после. Старенькое это осталось только вид из окна, а остальное у нас все новенькое. Значит, все новое, оборудование очень много нового. На стеллажах то оборудование, которое мы сейчас на начале учебного года изучаем. Ну и куда же на биологии без микроскопов и наглядности? Муляжи, гербарии, плакаты. Особенно интересуют детей макеты скелетов – человека, млекопитающих, земноводных и рыб. Педагоги подчеркивают, их ученики талантливы и очень старательно познают все новое. Форма головы – это череп. Череп защищает наш мозг. Вот это скелет верхних конец, скелет нижних конец, скелет туловища. Не узнали ребята после ремонта свой спортивный зал с тренажерами и кабинет музыкально-эстетического направления. Новинкой стала студия анимации. Такому оснащению можно позавидовать. Акустическая кабина, звукозаписывающее оборудование, документ, камера. Мультстанок уже вовсю используют девятиклассники. Снимают анимационный фильм из пластилина. На первом этапе ребенок создает то, что он хочет увидеть в своем мультфильме. Дальше производится покадровая съемка с перемещением деталей. То есть если мы в центре положим, мы видим, что камера автоматически фокусируется. Нейробиологи и психологи давно доказали связь между мелкой моторикой рук и развитием мозга, особенно отделов, отвечающих за речь. А потому в кабинете логопеда и дефектолога все для развития и того, и другого. Интерактивная панель и песочница, планшет для рисования, волшебный шатер, бизи-борды, дидактические пособия. На все 100 укомплектован кабинет психолога для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра. Это один из частых недугов. Все эти пособия направлены на развитие зрительной координации, моторики, мелкой, общей, пространственной ориентировки. Теперь один из любимых кабинетов у детей – мастерская картонажно-переплетного дела. Приятно, когда своими руками производишь что-то полезное – красочные календари или блокноты. В помощь арсенал техники – ламинатор и фальцовщик, обрезчик углов, обжимной и позолотный пресс. В школе ребята смогут освоить азы разных профессий. Главное – всегда нужных. Мастерская для отработки первоначальных навыков оштукатуривания. То есть дети могут не по одному, а здесь на данной модели работать дети втроем, да, не мешая друг другу и соблюдая технику безопасности. Кабинеты социально-бытовой адаптации. В классе знакомят с теорией, в ванной и на кухне отрабатывают знания на практике. Дети учатся всему, что пригодится в жизни. Готовить, стирать, гладить, наводить порядок, даже сажать цветы. А еще после таких уроков ребята на «ты» с современными бытовыми приборами. От посудомоечной машины до многофункционального комбайна. Все оборудование, которое мы получили сейчас, дети иногда видят первый раз, но тем не менее они учатся обращаться.
После серьезной модернизации Интинская доброшкола сможет принимать в своих стенах чемпионат Обилимпикс. В Коми в этом году он проходил в 6-й раз. В рамках нацпроекта образования в регионе уже 9 таких школ. До конца 2023 года проект охватит еще 6 специальных учебных организаций, где детей с ограничениями по здоровью не только учат, но и готовят к полноценной жизни. Ольга Коняева, Елена Луза, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.